Крупная авария с участием сразу 4 автомобилей унесла жизнь 50-летней женщины. Трагедия произошла вечером 8 апреля на трассе Ухта-Сосногорск. По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где в тот момент ехал грузовик. Оказалось, водитель иномарки был в сильном алкогольном опьянении. В обстоятельствах этой и других апрельских ДТП разбирался Антон Булаев. Это последствия страшной аварии, которая произошла вечером 8 апреля на окраине Ухты. Столкнулись сразу 4 автомобиля. Удар был такой силы, что части кузова разлетелись на десяток метров. Предварительно столкновение спровоцировал 46-летний водитель «Фольксвагена». Совершая маневр обгона, движущийся впереди в попутном направлении автомашины выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В зоне действия дорожного знака обгон запрещен, в результате чего совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной КАМАЗ в составе с полуприцепом, который, уходя от столкновения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ГАЗ. Далее водитель автомашины Volkswagen после столкновения с автомашиной КАМАЗ совершил столкновение с автомашиной МАН. Прибывшие медики констатировали смерть 50-летней женщины, которая в момент удара находилась на заднем пассажирском сидении «Волги». Остальные участники аварии отделались незначительными ушибами, от госпитализации отказались. Предполагаемый виновник аварии прошел медицинское освидетельствование. Тест показал, в момент столкновения мужчина был сильно пьян. Теперь за пьяное ДТП, в котором погиб человек, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Еще одно столкновение с участием нетрезвого водителя на следующий день произошло в Сыктывкаре. Водитель 87 года рождения, находясь в автомашине Ford Focus, двигаясь по улице Сысарское шоссе со стороны улицы Пушкина в районе дома 54 по Сысарскому шоссе, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дерево слева по ходу движения автомашины. По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения было установлено на месте дорожно-транспортного происшествия. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, пристегнутый ремень помог водителю избежать фатальных последствий. У 33-летнего мужчины были только ссадины головы. От госпитализации он отказался. Поврежденную машину полицейские отправили на штрафную автостоянку, а в отношении нарушителя составили протокол. Не только административная, но, возможно, и уголовная ответственность грозит другому участнику ДТП, которое произошло 8 апреля в самом центре столицы. Молодой человек 2001 года рождения, управляя автомобилем Opel Astra, двигался по улице Ленина в сторону улицы Бабушкина. Совершал правый поворот на разрешающий зеленый сигнал светофора. По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 2 пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись с электрического самоката. К счастью, серьезно ни сам отец, ни его 7-летний ребенок не пострадали, отделались лишь ушибами. После столкновения водитель электрического самоката набросился на шофера «Опеля» с кулаками и тут же отправил оппонента в нокаут. Очнулся потерпевший только в машине скорой помощи, которая доставила его в больницу. Подозреваемый признался полицейским. Хотел вместе с сыном покинуть место происшествия, но очевидцы инцидента ему не позволили. По факту дорожного происшествия проводится проверка.